Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё. Студыі для вас працуе Зміцер Лукашук, і гэта сумесны стрым Еўрарадыё і яе прамовы. Як звычайна, нас можна і слухаць, і глядзець праз аккаунты Еўрарадыё ў сацыяльных сетках. Facebook, Аднакласнікі, ВКонтакте, на канале YouTube і ў Твітары. Захоўваючы такую сацыяльную дыстанцыю, мы сёння працуем са студыі з маім госцем. Гэта лідар ліберальна-дэмакратычнай партыі Беларусі, дэпутат палаты прадстаўнікоў Сергей Гайдукевич. Лагічна, што я яго запрасіў. Па-першае, сёння Олег Гайдукевич падаў дакументы ў цэнтр выбаркам на рэгістрацыю ініцыятыўнай групы. А па-другое, ні адныя выбары немагчыма сабе ўявіць, каб там сярод прэтэндэнтаў на вышэйшую пасаду не былі пазначаныя два прозвішчы: Лукашенко і Гайдукевич. Праўда, зараз на нейкая замена такая адбылася. Замест Сергея Васильевича Олег Сергеевич. Олег Сергеевич, добрый день, по-першае. По-другое, як вы сябе адчуваеце на пасадзе, у статусе пераемніка? Ожидаемо, я бы немножко по-другому сказал. Не было выборов, где не участвовала Либерально-демократическая партия Беларуси. То есть мы, как политическая сила, стараемся быть системной партией. Партией, которая участвует в политических процессах не от случая к случаю, а постоянно. Мы не пропускаем выборы. Поэтому очевидно то, что партия приняла решение еще 3 года назад участвовать в выборах. 3 года назад мы уже определились, что будем выдвигать кандидата, провели съезд, и инициативную группу стали готовить за год до выборов. Они за 2 дня, как кто-то проснулся утром, встал не с той ноги и решил: все, я иду на президентскую кампанию, давайте по Фейсбуку собирать инициативную группу. То есть у меня это вызывает очень, если хотите, поговорим на это подробно и о других кандидатах. На сегодня я сдал группу. Сергеевич, мы же IT-краина. 4053 человека мы сдали сегодня, подали в Центр избирком. Назначили 83 координатора по всем регионам страны. Надо сказать нашим слушателям обязательно, что они даже не знают, может быть, что сдавать подписи имеют право только руководитель штаба, кандидат и координаторы. Их надо назначать заранее, обучать. Они собирают подписи у всех сборщиков, которые в том или ином регионе осуществляют эту работу. Когда я говорю, о своих потенциальных конкурентах, во-первых, первое. Давайте дождемся, кто сможет собрать 100 тысяч подписей. Потому что каждые выборы 20-30 человек заявляет об участии, до финиша доходит 3, 4, 5 максимум кандидатов. Второй момент. Из тех, кто выдвинулся. Но у нас люди очень падки на эти термины: экс-должность такая-то, экс-должность такая-то. Экс – это значит ты нигде. Ты выращиваешь на даче огурцы и никуда больше не вхож. Я нынешний, то есть я самый сильный на сегодняшний день кандидат. Я депутат, я лидер партии, мне 43 года. Я зампредседателя комиссии по международным делам парламента. Я не ушел с власти 3 года назад и не прятался там где-то, чтобы через 3 года проснуться и сказать, что я прозрел. Как у нас чиновники, в том числе и те, кто сейчас пытаются баллотироваться, 20 лет работают, 20 лет выполняют все команды, слушаются, рассказывают, как все хорошо. Как только их выкидывают с работы, они становятся выращивать на даче огурцы и помидоры, больше они ничего не могут. Или работать на какой-нибудь коммерческой компании. Они резко прозревают, у них меняются политические взгляды, и они вдруг решают участвовать в президентской кампании. Непонятно, кто за ними стоит. Про Валерия Цепкалу? Может, еще кто появится? Про любого чиновника, который вдруг ни с того ни с сего говорит, что я буду участвовать в выборах. Про любого. Я никого не хочу обидеть. Но мне непонятно, как можно идти в политику, когда ты все время молчал, никаких взглядов не высказывал, политических я имею в виду, я не говорю про экономические взгляды или про какие-то вопросы, совсем соглашался, и вдруг через 20 лет тебя, когда в 2017 году уволили, ты вдруг прозреваешь и начинаешь за что-то бороться. И у нас люди падки: экс такой, это все ерунда, это все несерьезно. Кто за тобой стоит, какая политическая сила, какие политические взгляды, какие мешка денег для выборов недостаточно, одного мешка денег. Второй момент. Может, там не один мех. Да хоть 10 мешков. Нужна команда, идеология, программа. Потому что у людей это должно вызывать сразу первый вопрос: кто за тобой стоит?
Потому что за кандидатом должно понятно, кто стоит. За мной стоит партия, у нее есть идеология, программа. Мои взгляды понятны и ясны. Кто за тобой стоит? И если ты сам один за собой стоишь, это одно. Где команда? Никаких интервью, все скрытно. Кто-то вообще, значит, вот я никого не хочу обидеть, я еще раз говорю, ко всем уважительно отношусь и уверен, что мы сумеем на компании друг к другу уважительно относиться и общаться культурно. Там Бабарика, тоже при всем уважении. Объявили выборы 9 августа. Там прошла неделя почти, там или сколько, 4 дня. 2 дня остается до конца подачи инициативной группы. Я решил идти на выборы. Я не против. Все имеют право по Конституции идти на выборы. Но все-таки я считаю, что политика, серьезная политика, это серьезная подготовка, это политическая партия, политические взгляды, идеология, это работа, чтобы люди понимали, за кого они в конечном итоге голосуют. Поэтому на сегодня я считаю, что я больше всех готов к президентской кампании. Ну и не могу упомянуть тех ребят, которые решили соскочить с выборов под предлогом пандемии. Значит, ну здесь вообще проще. Все, кто сейчас не баллотируется под предлогом пандемии, они же в 2015 году на выборы не пошли. В 2015 году пандемии не было. Они тоже не собирали подписи, они тоже не смогли зарегистрировать своих кандидатов в президенты. Партия, которая не участвует, или политик, или политическая группа, 10 лет ни в каких выборах президентских, их нет. Все, это умирает структура. Ну как, о чем можно говорить? Калякин не участвовал в выборах с 94-го года, наверное. Значит, о чем можно разговаривать? Ну, в 15-м году спробовали собрать подписи. И ничего нет. Ничего нет. И пандемии не было. Поэтому, когда сейчас говорят о пандемии, надо сразу вспоминать, а кто в 15 году без пандемии собирал. Поэтому на сегодня та же «Говори правда», более последовательная, на мой взгляд, в этом вопросе организация. Они в 15-м собирали, сейчас пошли, посмотрим, как у них получится. Но мне такая позиция ближе, чем когда начинается оправдание своей слабости. Слабый всегда находит причину своей слабости. Пандемия, плохое законодательство, люди плохие, значит, потом будут жаловаться на митинг, никто не вышел. Сильный он идет и работает. Вот у меня позиция такая. Добра, калі вы все ж таки закранули гэтых двух патэнцыйных прэтэндэнтаў на кандыдата, як Цыпкала і Бабарыка. Скажите, вот, а у вас нема такога, можа быць, меркавання? Ўсё ж таки ведаем мы, як сістэма наша працуе, што Цыпкала не сам пайшоў, прыняў рашэнне пайсці на выборы. Можа быць, за ім стаіць адміністрацыя прэзідэнта. Вы знаете, я не верю во все эти конспирологические версии. Значит, это все очень как-то сложно, очень как-то все непонятно для меня. Для меня проще. Цыпкала, еще раз говорю, я ко всем отношусь уважительно. И Цыпкала, если он сумеет стать кандидатом в президенты, сумеет зарегистрироваться и собрать 100 тысяч подписей, пока у меня сомнения большие, мы будем дебатировать и говорить не только о парке ПВТ, но и геополитике, о политике, о том, кто за кем стоит и кто что может, и кто будет лучшим президентом в конечном итоге. Но на сегодня я вижу, что человек занимал много должностей различных, работал в системе власти, поддерживал президента во всем абсолютно. В 2017 году лишился должности, 3 года его не слышно, не видно, и вдруг я решил идти кандидатом в президента. А что ты 3 года не выступал? Не рассказывал о своей политической программе, не говорил о своих взглядах, не формировал команду, не ходил, не давал интервью, не показывал, не рассказывал об этом. То есть должна же быть открытая политика. Я выступаю за нормальную политическую систему. Выборы не должны быть стрессом. Я убежден, что это последние выборы, которые проходят по нынешнему избирательному законодательству. Вот можете мои слова потом проверить. Это последние президентские выборы по нынешнему избирательному законодательству. Что будет дальше? Калі мяне память не подводить, то же самое вы говорили напередодні 2015 года. Нет, такого мы не говорили. Значит, мы говорили, что парламентские выборы будут проходить по-другому. Но сейчас уже мы к черту подошли. Значит, мы будем менять законодательство. Мое мнение, что у нас будут партийные списки, кандидатов в президенты будут выдвигать партии, депутаты смогут выдвигать кандидатов в президенты, как во всем мире. То есть нам должна быть прозрачная политическая система, устойчивая, чтобы ни один человек, кто бы не хотел баллотироваться или прийти к власти, не смог ее поломать и кардинально поменять. Почему? Так все страны работают. Соединенные Штаты Америки, они защищены от того, что кто-то придет и кардинально поломает те правила, те законы, которые существуют в стране. Геополитический вектор страны, например, полностью изменит на 180 градусов. Нам это не надо. Нам не надо, чтобы мы постоянно начинали развитие свое сначала. Для этого надо нам совершенствовать политическую систему страны. Я думаю, что эти шаги будут сразу после президентской
президентской кампании в анонсированных уже изменениях Конституции, о котором говорил в том числе и ныне действующий президент. Я думаю, кто бы ни победил на выборах, он будет этим заниматься вопросом в первую очередь для того, чтобы обеспечить стабильность страны. Чтобы мы на выборах не видели никаких чертей из табакерки, как сейчас выражаются журналисты, кто-то пошел на выборы, чтобы мы предсказуемый был процесс. Это не значит, что не будет интриги, это не значит, что не будет политической борьбы. Все это будет. Но люди должны четко понимать, за какую политическую силу они голосуют и какие завтра будут шаги после того, как этого человека изберут. У мяне такое пытанне пра выбары ўсё ж таки гледзячы пра тое, як там праходзяць выбары, скажем, у іншых краінах, мы бачым там розную там вайну кампраматаў і гэтак далей. Ўсё ж таки, як кажуць, былых міліцыянераў не бывае, ну пры тым, што у вас же засталіся сувязі, вот скажем, можна же там по сяброўству спытацца, там, ребята, подкиньте мне які-нибудь кампрамат там на каго-небудзь з канкурэнтаў, а потым з ім скарыстацца. Ці пойдзеце на такі крок, і ці ёсць такія магчымасці? Мы никогда, вот наша партия, я запрещал своим кандидатам в депутаты писать кляузы и жалобы в Центр избирком, значит, на других кандидатов. У меня некоторые кандидаты хотели писать жалобы, я их запрещал делать. Это не наш путь, надо конкурировать программами. Это, мне кажется, работа больше журналистов, людей, которые этим специализируются. Поэтому я считаю, должна быть борьба взглядов, борьба идеологии. Поэтому меня беспокоит, когда идут люди без идеологии определенной, без какой-то политической силы за своей спиной. То есть, может, кто-то научится красиво говорить, но при этом за ним не будет конкретной программы и конкретной команды. За кандидатом президента должна быть команда. Она не формируется за 2 дня. Эта команда формируется определенное время. Эта команда должна быть видна людям. Вот мы планируем после регистрации провести конгресс патриотических сил, на котором представить команду свою, программу обновленную, выступить, чтобы все это было открыто, понятно, но при этом и сейчас все знают, за что мы выступаем. Мы на протяжении там 10 лет, 5 лет, я как стал председателем партии, замом председателя партии, каждый день рассказывал, за что я выступаю. То есть люди знают, они понимают, что будет, когда меня изберут. Я работал над своей узнаваемостью. Поэтому никакой борьбы компроматов мне не нужно. Мы будем говорить правду. Если мне что-то не нравится, вот меня смущает выдвижение, вот, которое произошло сейчас, мне непонятно вообще, что происходит. Я не вижу пока никакой силы, не вижу пока никакой конкретной политической стратегии, я об этом открыто говорю. Сейчас то же самое буду делать после того, как закончится этап сбора подписей и будут зарегистрированы кандидаты в президенты. Я буду говорить каждому кандидату в лицо все, что о нем думаю, но без оскорблений, без каких-то там гадостей, а в открытую, о его взглядах и о том, что мне не нравится, то, что он говорит, если мне это нравится, не будет. Ну вот вы уже прайшліся, так бы мовіць, по вылучэнцах, чыноўніках кшталту Цыпкала і банкіра Бабарыка, узгадалі партыйных розных прадстаўнікоў. Тым не менш, вот такая новая з'ява ў нашым палітычным жыцці, як спроба вылучыцца кандыдатамі блогераў. Вот Тихановский, ці Павел Спірын. Як вам гэтая з'ява? Ці лічыце вы, што ёсць у яе будучыня? І як ставіць, пытаюцца ў нас заадно ўжо адразу да Кучы, да Статкевича? Статкевича отношусь я с уважением, потому что он последователен в своих взглядах. Мне не нравится, что он говорит. Я, не соглашаюсь со всем, что он говорит в плане политики, но я уважаю людей, которые имеют какую-то твердость убеждений и не притворяются. Я не люблю притворство. Я не люблю, когда человек притворяется. На мой взгляд, Статкевич не притворяется. Но я никогда не могу поддержать то, что он предлагает, потому что он предлагает радикализм. Площади, палки, стачки, все это нам не нужно. Это все большевики. То есть я могу уважать за твердость взглядов, но категорически большевизм, палки, революции, все это нам не нужно, и мы никогда за это выступать не будем. Я всегда буду не просто против этого, я буду стоять, на обратной стороне баррикад всегда. При любой революции я буду защищать конституционный строй страны, потому что ни одна революция не принесет стране ничего хорошего, кроме крови, насилия и кроме того, что революционеры будут жить хорошо. Что касается блогеров, это хайп, это попытка, опять же, влиять на власть и каким-то образом пошатнуть ее через массовые
протесты, организация локальных каких-то протестов и массовых протестов. Я против этого. Я считаю, что улица не должна, значит, решать в нашей стране. Вы мне не приведете ни одной страны постсоветского пространства, где бы улица привела к чему-то хорошему. Всегда улица – это война, потеря территорий, кровь, обнищание населения, никакой демократии нету, ничего демократичнее не станет, олигархи появятся или обогатятся еще больше, бедные станут еще беднее, простой народ станет жить еще хуже, поэтому никаких революций никогда наша партия не поддержит, мы всегда будем защитниками конституционного строя страны при любых обстоятельствах, при любых изменениях. Вот мое отношение. Тем более, что мой отец, кстати, знает Статкевича. Они в 90-е годы, все политики между собой были знакомы. То есть разные политические взгляды, но я могу отдать должное, что он, что говорил 10 лет назад, то же самое говорит и сейчас. Значит, это правильно, потому что у нас есть политики хитрые, которые вообще непонятно, что говорит. То есть за что он выступает. Вот как лиса какая-нибудь ходит по кругу. Значит, вот такое я не люблю. Олег Сергеевич, мы уже неаднойчы з вами абмяркоўвалі гэтую тэму ў папярэдніх эфірах, тым не менш гэтая тэма пастаянна будзе ўзнікаць, гэта ваш такі бэкграунд за вашымі плячыма, з вашымі мінуламі, і не далей як учора падчас размовы в эфіры з актывістам, можа быць былым, не былым цяпер Паўлам Вінаградавым, ён сказаў, што у свой час для актывістаў з апозіцыі самымі жорсткімі РУС былі Фрунзенскі і Цэнтральны. І, маўляў, нават ледзь вы там не асабіста наглядалі за тым, як вот прэсуюць затрыманых на вулічных акцыях актывістаў. Як вот вы с таким бэкграундом пойдете далее? Самый плохой бэкграунд – это когда вот Виноградов хорошо, он получил профессию, молодец. Он парикмахером стал, стричь стал людей. Вот это хорош. Уже у него начинает появляться хороший бэкграунд. Дашкевич Дмитрий молодец, он мебель научился делать, то есть собирает мебель какую-то. Самый плохой бэкграунд – это когда человек без профессии. Вот у нас половина оппозиции, бэкграунд, закончил институт, стал политическим активистом и на этом всю жизнь раздавал шарики и флажки на митингах. Вот это бэкграунд ужасный. А у меня конкретный бэкграунд работы в правоохранительной системе. Более того, моя работа начальника милиции – самая маленькая часть работы моей почти 20-летней в МВД. Большую часть жизни я отдал борьбе с коррупционными преступлениями, по борьбе с экономической преступностью. Это большая часть моей жизни. Административные процессы занимали в моей жизни 1%. Это первое. Второе, начальник милиции сам не занимается привлечением кого-то к ответственности. Второй момент, мы уже это неоднократно в эфире обсуждали. И третий, я горжусь своей работой в МВД, считаю, что это положительный бэкграунд, а отрицательный бэкграунд для тех, кто вот к этому всегда будет плохо относиться. Это очень маленький процент, я не переживаю за это. Милиционеры – это часть общества, КГБ – это часть общества. Нам нужно и сильное МВД, и сильное КГБ, и сильная армия. Но мы должны понимать, что в любой профессии есть хороший сотрудник, есть не очень хороший сотрудник. То есть здесь нельзя все мазать черной краской. И большинство людей это понимает. Поэтому я горжусь своим прошлым. Более того, давайте так, если брать по бэкграунд. Мой бэкграунд самый успешный на этих выборах среди всех кандидатов. Первое. Я построил успешную карьеру в МВД. Я ушел на пике карьеры, а не как некоторых, кого-то там выгнали с какой-то профессии, отправили. И построил новую профессию. То есть вы за мной наблюдали, знаете, лучше других. В 35 лет на пике карьеры я ушел с МВД. Пришел в политику. И в политике я уже 7 лет. За это время я стал председателем партии, депутатом и заместителем председателя комиссии по международным делам. Мне всего лишь 43 года. По меркам политики это очень молодой политик, который фактически начинает свою политическую карьеру. Поэтому у меня прекрасный бэкграунд, гораздо лучше, чем у экс. Экс такой, экс такой, экс такой. Я же уже в начале эфира сказал, экс это значит ничего. Или как Бабарика. Вот с уважением отношусь, он хороший банкир, кстати. Но ты год говоришь, что тебя политика не интересует. Год во всех интервью. Я не буду интересоваться, меня политика не интересует, я экономист, я финансист, я не собираюсь участвовать в выборах. И за 2 дня до конца подачи ты говоришь, что я буду участвовать в выборах. Это не обман избирателей и людей, которые читали тебя и видели. Так завтра он скажет одно, год будет говорить, а через год скажет, а вы знаете, я вот все-таки буду делать вот так.
Надо быть последовательным. Я за последовательность и за честность. До речі, калі пра паслядоўнасць і сумленнасць, то вы, Олег Сергеевич, не стрымалі свайго слова, якое мне калісьці далі. Про белорусскую мову? Да, вот где-то год пасля таго, як вы прыйшлі у партыю, ўжо сышлі з міліцыі, вы сказалі: я тягам года вывучу мову і буду до вас на інтэрв'ю прыходзіць. Зміцер, прабачце, но я стаў размаўляць на беларускай мове лепш, чым раней. Гораздо больше и гораздо лучше. Я на самом деле, когда уходил 7 лет назад, 35 лет с правоохранительной системы, белорусскую мову знал гораздо хуже. Я много времени уделил этому. У нас 2 государственных языка, я с уважением отношусь, и как политик я понимаю, что я должен владеть 2 языками. И на сегодня мое знание белорусского гораздо лучше, так что я не обманул. Ну да, ну будем лічыць тое, што ліберальна-дэмакратычная партыя, і здаецца, вы асабіста фінансава падтрымалі ў цяжкую хвіліну таварыства беларускай мовы, гэта плюсик, зачтецца ў карму. Никто ж, ни одна партия не поддержала тогда, когда были времена. Когда Трусов обратился, мы поддержали. До речі, вот просто ваше меркаванне цікавае. Зараз фактычна выбарчая гэтая кампанія, ну вот як мне падаецца, пачалася з таго, з затрыманняў і прысудаў вот блогерам, актывістам, якія прыходзілі на такія акцыі, на сустрэчы з гэтымі блогерамі. Вы не один раз говорили про тое, што вы за свободу слова. Вот у дадзенай ситуации, як вы лічыце, наколькі ўсё ж таки, что это значит? Вот вы можете мне патлумачыць, як чалавек, які, в принципе, ведае гэтую сістэму, навошта гэта робіцца? Но смотрите, вы про блогеров сейчас вот этих. Да, вот затрыманых блогеров, того же самого Тихановского. Слушайте, блогеры, мне не нравится вот эти блогеры, например, Тихановский, но он же в открытую призывает к тому, чтобы власть в стране менялась неконституционным путем. И когда человек об этом говорит, он должен прекрасно понимать, что это не может остаться без внимания. Нет страны мира, где какая-то власть позволит, чтобы ее вот где-то было попытки смены неконституционным путем через какие-то митинги. Это реакция такая государства. Кого-то, может, незаконно задержали, надо разбираться по каждому случаю отдельно. Что касается вот этих призывов, я буду, еще раз говорю, я не буду как уж вертеться на сковороде. Я никогда не буду на стороне тех, кто призывает к смене власти неконституционным путем, к митингам, демонстрациям и протестам. Поэтому мне не нравятся никакие революции, никогда не нравились. Мне никогда я это не могу поддержать. Поэтому здесь для меня все понятно. Если ты призываешь, ты подставляешь людей. Не надо подставлять господину блогеру людей, призывать их ходить на несанкционированные какие-то мероприятия. Причем же это не просто мероприятие, там меняться мнением, значит, и поговорить о проблемах. Давайте говорить правду. Люди сознательно говорят о том, что надо бороться с властью, и единственный метод борьбы с властью, они видят только протесты и только революции. Больше, они так и говорят, другого способа борьбы они не видят. Я это поддержать никак не могу. И люди это не поддержат никогда в жизни. Поэтому здесь позиция моя очень, Змитер, понятна. Скажите, вот все ж таки есть такое меркаванне, что зараз, ну, той же самый вот Бабарыка агучыў, что нам никуды не деться от так званой 31-й дорожной мапы, от яе подписания. Маўляў, яе жыццё само подпіша, и зараз вот беларусам прапануй бесплатную гарэлку, и яны скажуць: Путин, возьми нас до сябе. Як вы ставіце до таких выказываний и ввогуле до обороны незалежности? Ну, я сторонник, всегда был и буду, я всегда говорил, что я как политик буду отстаивать национальные интересы Беларуси. И всегда буду сторонником суверенитета, независимости, государственности нашей страны. Это было всегда, на протяжении всех лет существования либерально-демократической партии. Второй момент, я всегда оставался, есть, буду последовательным сторонником интеграционных проектов союзного государства и ЕС. Я этого тоже не скрывал и скрывать не буду. Более того, я убежден, что после пандемии конкуренция между странами, конкуренция между различными территориями за ресурсы, за экономику, она возрастет. Мы это видим уже сейчас. Мы сейчас видим уже обвинения там США, Китай обвиняет. Значит, уже начались экономические войны. И уже все эксперты говорят о том, что будет падение, значит, экономики. Все говорят, что будет больше голодных. В этих условиях
конкуренция и борьба будет возрастать. И в этих условиях, на мой взгляд, как раз-таки мы должны понимать две вещи, что о нас никто не позаботится, кроме белорусов. Мы сами можем о себе позаботиться. С другой стороны, мы должны очень плотно работать со своими союзниками потенциальными, в том же ЕС, для того, чтобы построить сильный союз, который бы мог конкурентоспособным быть с экономиками мира, с Европейским Союзом конкурировать, с рынком, с китайским рынком, значит, с американским рынком, с другими рынками. Мы должны прекрасно понимать, что если мы не будем этим заниматься, нам тяжело будет. Поэтому я не боюсь никаких поглощений. Я всегда говорил про этих угрозам независимости. Самая главная угроза – это мы можем мыть сами. Если мы свою страну сдадим, значит, никакой независимости страны не будет. Больше нам никто не угрожает. Я не верю ни в какие угрозы. Ни с севера, ни с юга, ни с запада, ни с востока. Все это не главное. Главное, что мы сами делаем. Если мы экономическую ситуацию в стране будем поднимать, если люди будут жить лучше, если у нас будут сильные силовые структуры, если благосостояние людей растет, какие угрозы? Если силовики контролируют, государственность растет, конкуренция растет, политическая система развивается, люди довольны, органы власти работают устойчиво, тогда никто нам вообще никогда не может угрожать. Это все неправда. Если мы экономику разрушим, страну разрушим, единство в стране будет раскол общества, например, революции, палки, блогеры, ходящие с этими самыми, кровь. Значит, вот если это все будет, вот тогда риски утери государственности, независимости всегда появляются. То есть, на мой взгляд, самый главный риск – это всегда мы сами. Никто никогда в жизни нам не будет угрожать, если мы будем сильными и свободными. Но при этом, повторюсь, я сторонник интеграционных процессов. Ну, інтэграцыйны працэсаў да якой мяжы? Вот та же самая 31-я, это дорожная мапа так званая. Вы за тое, каб яе падпісваць? Ну, можа быць, створацца такія ўмовы, што вы скажаце, да, трэба яе падпісваць, трэба уваходзіць фактычна ў склад России. Почему? Кто говорит о вхождении в склад России? Слушайте, посмотрите на Европейский Союз. На сегодняшний день можно сказать, что Австрия не суверенное государство? Нет. Можно сказать, что, не буду говорить Германия, ладно, это основатель Европейского Союза, что Австрия не суверенное государство, но при этом они не боятся какие-то функции отдать национальным органам, ЕАЭС, например, если мы говорим о ЕАЭС. Более того, посмотрите на ту программу, которую предложила Беларусь по совершенствованию ЕАЭС для того, чтобы оно стало более эффективным. Она мне нравится, это то, что наша страна предлагает. Это действительно, чтобы мы некоторые вещи, которые мы годами обсуждаем, начиная от запрета нашей продукции, Роскомнадзором, непонятно зачем, надо создавать национальные органы, они созданы, дать им полномочия, чтобы эти вопросы решались не президентами государств, а на уровне чиновников. Ни о какой потере суверенитета и независимости тут речи не идет. Поэтому, что касается интеграционных процессов, это отдельная тема очень длинного разговора, но, на мой взгляд, здесь все четко, ясно и понятно, если мы будем отстаивать свои национальные интересы в этих союзах. И мы должны это делать, и бояться этого не надо. Как и не боятся страны ЕС в Евросоюзе работать. При этом надо учитывать ошибки Европейского Союза. Мы же видим, какие сейчас там настроения растут. То есть при построении всех этих интеграционных процессов мы должны четко улавливать и учитывать ошибки наших соседей, чтобы их не повторять. Олег Сергеевич, вы неодноразово говорили про то, что у вас вельми моцная партия, звыш 40 тысяч сябраў, зараз только инициативная группа 4 тысячи с гаком подписаліся. Вы самы моцны кандыдат по вашым перакананні, і сыходзячы з гэтага, ну я так думаю, разлічваць як найменш трэба процентаў на 40 галасоў, ці наколькі вы разлічваеце? Люди пусть решают. Значит, ну хорошо, берем так, что давайте так. Самая моцная партия, открою вам самый прямой ответ. Я хочу выиграть выборы. Ну что значит какой процент? Я хочу выиграть выборы. Хорошо. Так вот у души и в принципе по звестках ваших, там, скажем, назиральников, по звестках ваших усіх сябраў, якія там, скажем, будут у выборчих комиссиях сядзець назиральниками, у вас есть звестки, что вы собрали, как минимум, там набрали там под 30% голосов. Агучивается вынік подліку Центрвыбаркамам, и вам написали там 2,5%. А почему вы думаете, что так будет? Значит, я отвечу. На сегодняшний день, как бы кто ни возмущался и что-то ни говорил, все выборы, которые были президентские до этого, выиграл Лукашенко.
Можно сколько угодно рассказывать, но выиграл выборы и в 2001 году, и в 2006. И тем более в 2010 там вообще смешно было. И в 2015 выиграл выборы Лукашенко. Если когда-то выиграет кто-то другой, например, сейчас в 2020 году, значит, он станет президентом. Вот и все. И не надо тут уже, значит, эту тему так мусолить. Если бы Гончарик выиграл выборы в 2001 году, он бы стал президентом. Но он их не выиграл. Я зараз нават не про то, что вот выиграл... Но вы говорите о том, что вы думаете, что на этих выборах будут фальсификации. Я так? говорю про то, что вот вы перекананы, что вы набрали, там, скажем, 20%. Да. Ну, выиграл Лукашенко, но вы набрали 20%, а вам огучили 2,5%. Вы будете обурены, вы будете неяк отстаивать Если свои я голосы. увижу, что Центр избирком меня обманул, я не буду молчать. Ну, что вы зробите? Вы покличете людей на площадь, напишите заяву в милицию. Никаких площадей. Значит, надо, во-первых, я в это не верю, надо готовиться сейчас к выборам. Мы в состоянии проконтролировать избирательный процесс. Значит, мы должны выставлять наблюдателей, мы в состоянии этот вопрос отконтролировать, сделать выводы о предстоящей избирательной кампании. Вот не надо заранее нам, некоторым кандидатам в том числе, уже жаловаться, когда ты еще даже подписи не собрал. Значит, сейчас есть этап подачи инициативной группы. Мы его успешно прошли. Сейчас мы будем собирать подписи. В политике надо быть политиком, бороться и думать на перспективу. И идти к результату. Самое главное в политике – это результат. Наша партия и лично я, мы последовательно достигаем результатов. И сегодня опять движемся к результату. Я поэтому обещаю, я буду вести себя честно, порядочно. Если я буду что-то видеть, я никогда не буду молчать. Я не иду на выборы покрасоваться, я не иду на выборы себя показать. Я участвую в президентских выборах как кандидат в президенты, как человек, который хочет стать президентом страны, поэтому мои действия будут исходить из этого. С учетом того еще, что для меня, помимо собственных амбиций президентских, есть еще понимание того, что главное, чтобы наша страна спокойно развивалась и шла вперед. Я никогда не поставлю свои политические амбиции выше, значит, благосостояния и спокойствия в своей стране. Это да, это правда. Но и обманывать, там, притворяться, хитрить я не буду. Поэтому мы в состоянии проконтролировать избирательный процесс, мы будем рассказывать о любых вопросах, которые нам будут не нравиться, мы будем все это фиксировать. Но на сегодня, если оглядываться назад, отвечая на ваш вопрос, все выборы и в 2015, и в 2010, и в 2006 Лукашенко выиграл. Это правда. Тым не менш, вы вот ідзеце на выборы, каб перамагчы, палітычная партыя і мусіць удзельнічаць у выборах. Тым не менш, як вы лічыце, Лукашенко на дадзены момант, што ён ужо некуды не туды краіну вядзе, што яго трэба змяніць на Гайдукевіча, да прыкладу, што хопіць ужо, там, сколько гадоў уже сядзіш там, ці што, вот такія аргументы. Вот як вы ставіцеся да Александра Григорьевича? Я уважаю президента. Если мы не будем уважать собственного президента, между прочим, это плохо. Это ничего хорошего там нет. Это у нас вот есть такое в менталитете иногда у некоторых людей. Вот нельзя так делать. Это наш президент. Это человек, который, между прочим, на мой взгляд, спас страну в 90-е годы. Спас. Если бы Верховный Совет победил, можете что угодно мне рассказывать. Не было бы уже Беларуси. Ни суверенитета бы не было, ничего бы не было. И раскол бы был, и гражданская война могла начаться, и все что угодно. Это мое глубочайшее убеждение. Поэтому я отношусь к нему с уважением. Но на то и выборы, что у меня есть свои взгляды на какие-то вопросы. Все они известны по политической Добре, системе. якая на сённяшні дзень самая галоўная памылка Лукашэнкі? Ну вот, ці, скажем, проблема, с якой он не может справиться? Я считаю, что мы достигли того этапа, когда надо реформировать и политическую систему страны в первую очередь, и экономическую систему страны для того, чтобы страна была более устойчива через 10 лет, через 5-10 лет ко всем вызовам, которые есть, чтобы мы сохранили те достижения, которые мы достигли за 26 лет. Поэтому на сегодня это для меня главное. И я это буду доносить и людям. То есть отсутность политичной и экономичной реформы вы лічыце на сёння самой галоўнай памылкой дзеючага кіраўніка? Я не считаю, что это его ошибка. Я считаю, что мы подошли к этапу. Значит, если бы я был сейчас президентом, я бы сейчас объявил. Так, следующие выборы по партийным спискам. Мы изменяем Конституцию страны, добавляем полномочий парламенту, добавляем полномочий Совмину. Парламент избирается по партийным спискам, фракции имеют право выдвигать кандидатов в президенты. Так, смотрим по регионам, что там надо поменять. Свобода бизнесу. То есть я буду предлагать на выборах конкретные шаги, которые я как президент бы сделал
будущий президентом сейчас вместо, например, Александра Григорьевича. Ну от президент Олег Гайдукевич, перший указ президентский який? Чуть позже. Давайте, сейчас агитация запрещена. Но один из первых указов, Змитер, это изменение избирательного законодательства и переход на выборы по партийным спискам. Второй будет указ, связан с дебюрократизацией. Значит, очень много у нас бумажек ненужных. Но более подробно мы расскажем все-таки чуть позже. Это будет интереснее. Дякую вялікі. Ну што ж, пазней, я думаю, мы сустрэнемся, бо кампанія толькі набірае абароты. Олег Гайдукевич, які здаў сёння толькі што спісы ініцыятыўнай групы ў цэнтр выбаркам, лічыць сябе самым моцным прэтэндэнтам на кандыдата ў гэтай выбарчай кампаніі. Зміцер Лукашук для вас працаваў у студыі. Гэта быў сумесны стрым Еўрарадыё і яе прамовы. Слухайце і глядзіце нас, не хварэйце.